أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, дай Аллаху Та'аля, чтобы этот маджлис был тем маджлисом, который стирает тысячи и тысячи наших плохих маджлисов, чтобы это было причиной того, что с этого дня мы начали свою жизнь с чистого листа, с того листа, который, иншаллах, нам дарует Аллаху Та'аля в судный день, и скажет: я тобой доволен. Дай Аллах, чтобы этот был маджлис именно таким маджлисом, дорогие братья. Дорогие братья, когда мы говорим о нашей золотой, можно сказать, цепочке, о нашей цепочке устазов, когда мы рассказываем какую-либо историю об одном из устазе, у нас, наверное, в голове бывает какая-то мысль, что, наверное, сверх этого, что еще может быть более удивительного. Но каждый из этих устазов, дорогие братья, является примером того, каким должен быть человек именно в тот момент истории, в тот момент его жизни. И мы видим, что характер этих устазов, характер этих великих людей, он очень схож с характером пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И деяния их тоже были, конечно же, схожи с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь не имея схожесть с пророком, для людей тоже, конечно, милым такой человек никогда не будет. Одним из таких великих людей является человек, которому дали, скажем так, кличку, которого прозвали океаном наук, который является потомком дяди пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аббаса, радiyallahu анху, из его потомства он является, который обладал очень красивым нравом, ел очень мало, получил глубокие знания и имел большие способности. Человек, который знал наизусть Коран, которого назвали хафизом, Ибрахим Халиль Мухаммад Кудиса Сиру. То есть Мухаммад Афанди Кудиса Сиру, сын Ибрахим Халиля. Он родился в 1895 году в селении Идиб Шамильского района. Он был знаком, он посещал Хасан Афанди Кудиса Сиру. Он также посетил Сайфулу Кади Кудиса Сиру. Разрешение на наставничество ему дал Хамзат Афанди Каддасаллаху Сиру. Теперь, дорогие братья, Мухаммад Афанди Кудиса Сиру, когда мы говорим о нем, как мы сказали, удивительных историй из его жизни очень много. Буквально можно несколько из них перечислить, для того, чтобы мы не тянули время и для того, чтобы понять, хотя бы немножко приблизиться к тому пониманию, которым, конечно же, он обладал. Дорогие братья, представьте себе, хотя он был хафизом, он знал Коран наизусть, говорят, что он знал Коран не просто наизусть, но еще с комментариями, с тафсиром к нему. То есть он мог процитировать любой аят из Корана и к нему же сразу добавлял тафсир. На сегодняшний день, конечно, это, дорогие братья, очень огромная наука и требует большого времени и труда, чтобы выучить наизусть Коран, и к нему еще добавляется тафсир Корана полностью. Помимо этого, он знал еще наизусть 12 книг. Еще помимо этого, он знал 12 книг наизусть. Также он вместе с ученым Абдуллахом из Урады, рахимуллах, они перевели вдвоем книгу с арабского языка на аварский язык, который называется Силькуль Айн. Она, книга, является тяжелой в плане перевода, является тяжелой для понимания. Вот они эту книгу перевели на аварский, на родной язык. Говорят, что он за неделю, в другой версии говорится, что за 17 дней прочитывал полностью Коран наизусть, и все это было в намазе. Совершая намаз, это, говорит, он прочитывал в течение 7 или же 17 дней. Свидетели, которые видели, когда он совершал намаз, они говорят, что у него, подобно пророку, алейхиссалату вассалям, от того, что он долго стоял, от того, что долго читал суры, у него, говорит, ноги опухали. Вот так, дорогие братья, он любил Коран и так относился к заучиванию Корана. Даже будучи тяжело больным, он не оставлял своих мюридов без основательного таваджуха. Таваджух, мы знаем, это является самое сокровенное, самое лучшее время для мюрида. И когда, говорит, его спросили, неужели нельзя делать этот таваджух, когда ты являешься больным, неужели нельзя мюридам сказать, чтобы они пришли в другой день, чтобы тебе не было так тяжело, ибо каждый таваджух для устаза давался очень тяжело, особенно когда он болел. После этого он, отвечая, говорит: наставление одного человека на путь истины лучше, чем богослужение всей жизни, поэтому мне нельзя относиться поверхностно к этому делу. Говорится также о нем, что он был подобен кольчуге, которая защищает мюрида от ошибок.
Кто бы к нему ни приходил, какой бы мюрид к нему ни приходил, он относился к нему как к своему сыну и всегда давал именно тот совет, который был необходим на данный момент этому мюриду. Обратите внимание на эти слова, которые он сказал своему бывшему зятю, который также приходился ему родственником. После того, как из-за незначительных разладов их семья когда распалась, и этот устаз говорит своему бывшему зятю, который также являлся для него родственником, он ему говорит: до сих пор, говорит, ты для меня был зятем, с этого дня теперь ты, говорит, для меня родственник. А родственники, они, говорит, должны приходить почаще. Поэтому ты, говорит, приходи ко мне еще почаще. Часто, говорит, заходи ко мне. В последующем, когда дали разрешение на наставничество, бывший его зять, которого звали также Ариф, он приходил к нему в качестве уже мюрида. Обратите внимание, дорогие братья, это, можно сказать, одна из болезней нашего времени сегодня, когда по какой-то причине, если распалась семья, вот когда семья распадается, тот тесть, который был в последующем, как он общается со своим зятем. Очень мало примеров того, что тесть и бывший зять, они сохранили свои отношения, сохранили родственные отношения, сохранили дружеские отношения. Здесь же мы видим пример того, как оно должно быть. От того, что у него не сложилась судьба, скажем, с его дочерью, это ведь ничего не изменяет. От этого он не перестает быть для него братом по вере. Поэтому он ему говорит: ты, говорит, ко мне приходи почаще, потому что, говорит, родственники, они должны приходить почаще. Теперь, дорогие братья, мы видим Ибрахим Халиль, Афанди Кудиса Сиру, человек, который знал наизусть Коран, человек, который знал тафсир к этому Корану, человек, который знал 17 книг, и все это было наизусть. Человек, который перевел книги, когда общались мюриды, они общались и думали, что он, наверное, на их же уровне. Потому что эти люди никогда не показывают своих глубоких знаний, никогда этим не гордятся и показывают именно тот нрав, который был у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это, дорогие братья, для нас тоже пример, когда, как бы мы далеко не поднялись, каких бы высот мы не добились, мы не должны этим гордиться. Вот этот пример как раз таки нам показывает Ибрахим Халиля, сын Мухаммад Афанди Кудиса Сиру. Этот бренный мир он покинул в 1985 году. Он также похоронен в своем селе Идиб Шамильского района. На этот зиарат, конечно, мы знаем, приезжает очень много мюридов. Я прошу, дорогие братья, для вас и для себя, чтобы мы тоже получили хоть небольшой баракат от этого устаза, и, конечно, чтобы мы получили баракат от всех устазов, которые являются носителями именно характера пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, являются носителями именно тех нравственностей, к которым призвал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Дай Аллах, дорогие братья, чтобы мы были теми людьми, которые следуют за своими устазами. Альхамдулиллахи раббил алямин.